Навлечь гнев богов, простым смертным строго-настрого запрещалось приближаться к этим местам. Эта священная местность расположена на протяжении нескольких километров на берегах реки Лена, но сейчас любой турист может посетить эти места. Тут вопрос немного поменьше, но если я его озвучу до конца, всем сразу все станет понятно. Кто знает, что это за места? Пожалуйста. Правильно, Лецкие столбы. Ну, многие знают, что из-за того, что территория России поделена на несколько часовых поясов, Новый год в России встречают аж 11 раз. Сколько раз Новый год встречают в Якутии? Ну, пожалуйста. Правильно. Хорошо, дальше задаю вопросы от Парасковьи Гоголевой, профессора Северо-Восточного федерального университета. Чьими именами названо одно из двух морей, которое омывает северный берег Якутии? Здесь важно назвать имена. Пожалуйста. Нет, имена. Имена братьев. Правильно. Дмитрий и Харитон Лаптевы. Пожалуйста. На территории какого природного парка находится самая высокая гора Победа? Гора Победы. На территории какого парка? Пожалуйста, высокая. Правильно, Омский природный парк. В Якутии насчитывается 710 тысяч озер с площадью более 1 гектара. Какое из них самое глубокое? Здесь может достаточно назвать озеро, но хорошо, если назовете глубину. Самое глубокое озеро. Нет? Пожалуйста. Правильно. Глубину сможете озвучить? Чуть побольше, большой Таркос, глубиной 72 метра. В каком районе? Так, продолжим тему озер. Какое знаменитое озеро, вошедшее в состав священных озер в системе особо охраняемых природных территорий нашей республики, имеет 34 километра длины и 3,5 километра ширины? Правильно? Я не видел, кто сказал. Недвери. Вопрос несложный. Какой район Якутии имеет самую большую площадь в 318 квадратных километров? Давайте по поднятой реке. Правильно. Так, сейчас прозвучат два вопроса от Александра Климова, члена отделения РГО в Республике Саха-Якутия. Где берет свое начало прекрасная река Амгар? Здесь, наверное, важнее будет назвать район. Владислав Петрович, пожалуйста. Нет. Нет. Пожалуйста. Нет. Река Амгар. Нет. Правильно, Тавернинский район. Там оттуда прозвучало, если все понимаю. Владислав Петрович. Так, название реки, берущее свое начало с северного склона станового хребта Верблинского улуса и втекающую в реку Алдан. Название данной реки переводится с якутского языка как «мерзлая котловина». Правильно? Река Хиртон. Так, дорогие друзья, давайте мы с разминкой закончим. И как мне подсказали, видео с Антарктиды все-таки у нас подошло. Давайте взглянем на него. Друзья, несмотря на то, что температура за бортом станции минус 10 градусов, шлем горячий привет
нового континента. Ленивое дело позади меня тоже присоединяется к привету и дружелюбно машет нам ласты. Вот уже 7-й раз большой друг Института Арктики и Антарктики Русское географическое общество проводит географический диктант. Это отличный повод проверить себя и узнать что-то новое о нашей стране. Здесь, за многие тысячи километров от России, по-особому воспринимаешь ее тепло и красоту. Ценишь то, что дома кажется привычным. У нас сами прекрасная страна. И чем больше ее узнаешь, тем сильнее начинаешь ее любить. Желаем всем участникам геодиктанта интересных вопросов, настоящих открытий и хорошего настроения. Мы уверены, что для кого-то из вас география станет не просто увлечением, но и профессией. А кто-то не исключено ввалился в дружную команду российских исследователей Антарктиды. Добивая своими силами Арктики и Антарктики. Ну, такой небольшой привет из Антарктиды. Меня попросили также еще пару призов сегодня раздать участникам диктанта. Ну, если сказать в целом по стране, то самым юным участником, который направил свои вопросы в России, автору 9 лет и самому пожилому 76. Но мы здесь, наверное, сегодня вручим призы, 3 приза, то есть тоже самому юному участнику, тому человеку, кто будет писать диктант, самому возрастному, и человеку, наверное, который приехал издалека к нам сюда, в этот зал. Молодой человек, вот 2 парня молодые сидят, сколько вам лет? Нет, вот 2 мальчишек, да. Кто из вас младше? Сколько вам лет? 13. А вот в клетчатой рубашке? Не, вот. Да. А? 29. Простите, пожалуйста. 13 лет, поаплодируем самому юному нашему участнику. Ну тогда придется вам тоже дать приз, пожалуйста. Давайте теперь самый возрастной. Кто у нас претендует на приз самого возрастного участника? Сколько лет вам? 67. А вот там вам сколько лет? 73. Поздравляем, думаю, самого возрастного участника. Ну и теперь будем искать человека, который прибыл, так скажем, издалека. Начнем с того, что есть те, кто прибыл из регионов Российской Федерации. Среди военных нет? Все местные? Да даже если прибыли, нельзя, наверное, говорить, откуда они прибыли. Хорошо, есть люди, которые прибыли из улусов нашей республики? Нет, неужели пойдем тогда по округам города Иркутска? Вот там девушку так скромно подруги указывают. Вы откуда приехали? Со Среднеколымска? Поздравляем! Так, ну что, с призами закончим, наверное. Давайте мы расскажем, как правильно заполнять бланки. Тут по свету нормально вы первые 3 ряда, у вас все видно, все хорошо, да? Давайте все вооружимся бланками, и я сейчас буду рассказывать, каким образом их заполнять. Буду читать, чтобы ни в чем не ошибиться. Так, ну, во-первых, каждый из вас получил бланки с заданиями. Их сейчас сразу отложите в сторону бланки, они пока не понадобятся. Бланк участника, на котором вы видите 13-значный код, состоит из 2 листов. Второй предназначен для ваших черновых заметок, то есть это для черновика. На первом, там где написано анкета участника и ответы на вопросы диктанта, надеюсь, скоро появятся ваши правильные ответы. Так, давайте мы попросим вас вписать туда очень важную для нас информацию, чтобы на ее основе мы смогли составить портрет современного знатока географии.
Нужные варианты отмечаете галочкой или крестиком. Так, в графе пол, ну, понятно, ставите мужской и женский. В поле возраст вы отмечаете вариант, соответствующий числу полных лет. В поле образования укажите только один вариант, соответствующий наивысшему уровню полученного к настоящему моменту образования. В вопросе писали ли вы географический диктант ранее, ну, понятно, выбираете подходящий ответ. В поле сферы деятельности нужно отметить вариант, соответствующий вашей основной сфере деятельности. Пенсионеры указывают, в какой сфере работали до выхода на пенсию. Ну и школьники указывают вариант другой. В поле «Тип занятости» следует выбрать вариант, соответствующий основной деятельности в настоящее время. Ну, соответственно, пенсионеры, значит, пишут, что пенсионеры. Отвечая на вопрос, чем, по вашему мнению, занимается русское географическое общество, вы можете отметить несколько из предложенных вариантов. В поле «Какие проекты русского географического общества вам знакомы», вы также можете отметить несколько вариантов. Давайте я минуту дам, чтобы